Итак, уважаемые телезрители, весовая категория 100 килограмм, классический стиль, Эсенбек Улутамчи в зеленой одежде, в синей одежде Акылбек Торобеков. Схватка началась. В целом в этой весовой категории участвовало 16 спортсменов. Это уже, по сути, тяжелая артиллерия, тяжеловесы до 100 килограмм, есть еще свыше 100 килограмм. Там уже супер тяжелый вес. Можно сказать, битва титанов у нас сегодня на экранах. Так что давайте вместе с вами будем наблюдать за перипетиями, которые будут у нас происходить на ковре Дворца спорта имени Кабы Коджамкулова. Так. Да. Приостановили схватку из-за нарушения дисциплины. Рефери предупредил секунданта о соблюдении. Так, предупреждение. Получает Тамчи. Да. Эсенбек Улутамчи получает предупреждение. Торобеков Акылбек получает балл. 1-0. Акылбек ведет пока что. Да. Да, кажется, пошла кровь у Эсенбека Улутамчи. Соответственно, сейчас приводят в порядок ковер. Напоминаю, уважаемые телезрители, что генеральным спонсором трансляции является торговая марка Нитро, ну а техническим партнером трансляции является компания Мегалайн. Так, подготовка к захвату. Итак, Эсенбек Улутамчи, Торобеков Акылбек. Кто же первым заработает балл за бросок? Увидим ли мы чистую победу? Я думаю, вряд ли. Вполне возможно, но вряд ли. Все-таки до финала добираются сильнейшие, а сильнейшие спортсмены не дадут себя. Ну, конечно, всякое бывает в спорте, но тем не менее. Да, и тут коллега еще отмечает, что не было чистых бросков. Почти. Да, почти не было чистых бросков вообще в целом за всю сетку, то есть за все бои, схватки. Соответственно, вряд ли увидим это и в финале. Потому что, ну, как бы, нужна такая очень хорошая физическая сила, чтобы бросить 100-килограммового спортсмена подготовленного. 2-0. Акылбек ведет. Так, есть бросок. Не засчитывается этот бросок. Балл присуждается Эсенбеку Улутамчи. Два, 1. 1 минута 10 секунд до финального свистка. Так, идет на обострение. Акылбек Торобеков. Нет.
Не получилось. Последняя минута. Так, бросок. Можно, в принципе, дать балл. Да. Ахылбек Турабеков зарабатывает балл. 3-1. Да, нужна медицинская помощь Ахылбеку Турабекову. Если кто думает, что алыш это не такой серьезный вид спорта, не такой серьезный вид борьбы, я бы напомнил вам, телезрители, что это далеко не так. Я с этим мнением вообще не согласен. Давайте повтор рассмотрим более детально, да. Ну да, здесь все было как бы понятно, балл, все правильно было засчитано. Так вот, я сам участвовал в борьбе на поясах, будучи еще, ну это был по крыс-курыш, потом я попробовал на себе именно борьбу алыш. Это было очень тяжело и было довольно-таки больно, поэтому сказать, что алыш это не такой уж серьезный вид борьбы, я с этим категорически не согласен. Потому что нужна очень хорошая подготовка. Я еще пробовал себя именно в борьбе с профессиональным борцом алыша, поэтому я скажу, меня бросили буквально за 2-3 секунды. Поэтому это очень серьезный вид спорта. Так, последние секунды. Время играет против Эсенбек Кулутамчи. Бросок есть, балл. 4-1. 2 балла дается, 5-1. Да, не 1 балл, а вот бросок за 2 балла засчитал рефери, соответственно, 5-1. Просто со стороны это кажется легко. Алыш, со стороны смотришь, да, вроде тянут, потом бросают. Но когда ты сам борешься на поясах, это очень сложно. Так, да, балл есть, 6-1. Да, устал Эсенбек Кулутамчи. Устали спортсмены. Предупреждение получает Ахылбек. Балл получает Эсенбек Кулутамчи. 5-2. «33 секунды». Все, завершается встреча. Секундант Эсенбек Кулутамчи бросает челлендж. Ждем решения арбитров. Итак, давайте посмотрим повторы. Да, ну здесь, да, все было правильно. Тем временем, да, челлендж не оправдан, чемпионом весовой категории до 100 килограмм становится Ахылбек Турабеков. Эсенбек Кулутамчи серебряный